Привлечено к административной ответственности 115 должностных юридических лиц. Проверено в рамках контроля за государственными муниципальными закупками 138 закупок. Из них выявлены нарушения в 100 закупках. В рамках деятельности регионального УФАС в сфере госзакупок в первом полугодии всего возбуждено 99 административных дел за нарушение закона о контрактной системе. Общая сумма наложенного штрафа составила свыше 460 тысяч рублей. Взыскано в бюджеты различных уровней 371 тысяча рублей. Помимо этого, руководитель службы отчитался о проведенных мероприятиях в сфере антимонопольного законодательства. В сфере контроля за государственными муниципальными закупками в первом полугодии в наш адрес поступила 61 жалоба от участников закупки, по результатам которых возвращены 8 жалоб в связи с их несоответствием требованиям действующего законодательства, отозвано 3 жалобы непосредственно самими участниками закупки. Признаны необоснованными 22 жалобы, обоснованными 28. Также была затронута тема нарушения правил технологического присоединения. За 6 месяцев 2024 года в рамках подключения к электросетям возбуждено и рассмотрено 22 дела с наложением административного штрафа на общую сумму свыше 5,5 миллионов рублей. Все мы видим, что у нас идет уже не первый год бум индивидуального жилищного строительства. Каждый жилой дом должен быть подключен непосредственно к электричеству. Это обязанность у нас непосредственно сетевой организации. Для того, чтобы подключиться к электрическим сетям, граждане у нас заключают договоры, в которых определяются сроки технологического присоединения. Не обошли стороной и вопросы резкого скачка цен на ГСМ в республике. Феликс Гаджиев отметил, что проверки и мониторинги роста цен на бензин не прекращаются. Также руководитель УФАС ответил на вопросы, почему стоимость бензина в республике сильно отличается от соседней Хакасии. Потому что на их территории есть вертикально интегрированные нефтяные компании, это во-первых. То есть это те компании, которые осуществляют добычу и реализацию ГСМ. То есть они в меньшей степени подвержены вот этому быстрому, единообразному скачку цен. Это не внутренняя проблема, это проблема внешняя, связанная с увеличением цен как в мелком опте, так и в крупном опте, которая транслируется непосредственно в розницу. Ранее региональная антимонопольная служба выявила сговор между 10 компаниями на рынке нефтепродуктов Кызыла. Так, эти АЗС в октябре и декабре прошлого года удерживали цены на бензин и дизельное топливо, несмотря на снижение оптовых цен. По словам представителей УФАС, всем фигурантам дела назначены крупные штрафы. Мерген Уюн, Буян Мангуш, Начин Оржак, Самба Салчак, телеканал Тува 24.